Сегодня первый день работы межрегиональной выставки в преддверии Пасхи Новокуйбышевск. Еще никогда ранее наш относительно небольшой город не принимал на своей территории такое количество священнослужителей из России, Греции и Израиля. Вместить всех смог только большой зал спортивного комплекса «Октан». Именно здесь до 1 апреля уникальная выставка будет ждать православных со всей Самарской области. Негласно зал разделен на две части. В первой расположились павильоны с иконами, свечами, ладанками. Особое место занимают привезенные православные святыни, среди которых множество чудотворных. Мы сюда на выставку привезли чудотворную икону святителя Спиридона Триумфского чудотворца, которую вы видите. Много чудес уже вот в последнее время, когда люди просто прикладываются к иконе, молятся, просят у Бога какие-то нужды, и Господь отвечает на их нужды, и они потом приходят, и в знак благодарности, вот каждое изделие – это чудо, которое Бог сделал в их жизни. Сама эта выставка – это внехрамовая проповедь. Понимаете, сюда вот приехали с разных уголков, будем говорить, всего мира, и привезли каждый свою святыню. Вот сосредоточение этой святыни в одном месте – это настолько такая благодать, что вот даже это как бы словами это не передать. Особняком расположился царский крест-мощевик. Он хранит в себе частицу ризы Господней, частицу ризы Пресвятой Богородицы, часть древа животворящего креста Господня и частицы мощей 40 угодников Божьих. Он привезен из мужского монастыря, расположившегося под Екатеринбургом. История креста началась в XVIII веке. Именно он сопровождал семью Николая II на Урал к месту казни. Люди не щадили жизни своей, чтобы сохранить царскую фамильную реликвию. И возле главной святыни выставки сегодня и во все остальные дни экспозиции будут проходить молебны. Специально для того, чтобы прикоснуться к кресту-мощевику, возраст которого исчисляется веками, приехали не только жители нашего города. Первоначально он принадлежал роду князей бояр шаховских и был изготовлен в начале XVIII века. В конце XVIII века он был подарен дому Романовых. Царь Николай его одевал крайне редко, только тогда, когда облачался во все царские одежды. Охота, чтобы в семье все было хорошо, все благополучно. У меня 3 сыновей, я, конечно, беспокоюсь за своих сыновей. Я хочу, чтобы у них в семьях все было хорошо. Поэтому я и молюсь. Я знала, что в Самаре была эта выставка. Просто я в Самаре в это время была в монастыре и не смогла побывать на этой выставке, поэтому приехала специально сюда, чтобы именно посмотреть хотя бы выставку. Во второй же части зала пришедшие на выставку могли купить различные угощения. Большинство из них постные, абсолютно все благословленные в российских храмах. Например, здесь можно увидеть мед всех сортов – ярко-желтый, медный, коричневый. Среди них выделяется непривычный для нашего глаза белый. Каждый сорт меда лечебный. Здесь же рядом пряности, сибирские бальзамы, рыба. Есть и деликатесная черная икра. Немощным больным людям ее предложат попробовать бесплатно, ведь говорят, что она обладает целебными свойствами. Наша продукция является очень полезной, очень лечебной. Она благословлена для людей, которые нуждаются, которые, так скажем, немощные, которые нуждаются в исцелении от нашего Господа. Мы передаем благословение для людей в более вкусной форме. Не только дары российской природы представлены на экспозиции. Привезли сюда свои гостинцы и монахи с греческой горы Афон. Оливковое масло, золоченые иконы, мира. Все это с места, куда стремятся тысячи паломников. Кстати, у греческих священнослужителей можно попросить о том, чтобы они помолились о вас на горе Афон. Привезли с гора Афона благословение Матерь Божию на весь куйбышевский верующий народ. И что всегда был счастье, мир, любовь духовный в каждый дом, в каждое сердце верующий человек. Выставка в преддверии Пасхи традиционная для нашего региона. Ежегодно жители Новокуйбышевска и других городов стремились попасть в Самару. Но сегодня у всех наших православных есть уникальный шанс в родном городе увидеть десятки величайших святынь нашего времени, приложиться к чудотворным мощам и приготовиться к празднику Светлой Пасхи. Напомним, экспозиция проработает до 1 апреля. Она открыта с 10 утра и до 7 вечера.